Добрый день. Рада всіх бачити і вельми приємно мені бачити і промовляється в этот день. 25 сакавіка і вельми белорусский день. У нас шмат розных святаў в нашем календаре, где мы нечто можем делить, повинны делить с соседями, а вот 25 сакавіка чисто белорусское свято. И я, может так, ведаю, что часу маю не шмат. Ні, говоріть, будемо слухати. Добре, тому що така трохи інша оптика. Точніше в сенсі відрознення від такої більш традиційної версії історії ВНР. І про ВНР з уділом Романа Скірмана і того консервативного остородка, про який вже казали. Ось. Ну, в советские часы ВНР практично не згадувався на увазі. Коли був студентом советского гістфака, колись тут хіба не було. Може, тільки коли там була тема дотична критики буржуазных фальсификаторов. Там можно было нечто доведаться. Все остальное. Да, 90-е годы шмат пошли про это казать, но звичайно ВНР развивался в речи такой ось борьбы белорусских социалистов. И сапраўды социалисты, белорусская социалистическая громада отыграла такую головную роль в этом змагании. Но это был социализм не марксизм, это был социализм такого народнического, итальянского варианта, такие белорусская опция социализма была. Ну вот я хочу рассказать человека, который так не вписывается в эту историю, и его постать Роман Скірман показывает, что эта белорусская история ВНР больше богатая, чем часто нам уявляется. Бо Роман Скірман – это довольно богатый землевластник, богатый предприниматель, який долучился до белорусского национального руху еще в конце 1916 года. Тогда у Минска была всего одна белорусская организация – Товариство помощи офицерам войны. Маленькая организация, которая не имела финансования. Бо финансование организаций доброчинные были национальные все, и российский уряд давал финансы, но белорусов не признавали за нацию, тому белорусам ничего не давали. И он пришел вот такими шагами для, может, до одного для Скірмана, такий поворот, потому что все Скірманы, их шмат Скірманов, мы видим в истории, вот такие ведомые, там никто не выбрал еще опцию белорусскую. Роман Скірман выбрал эту белорусскую опцию. Ось, и он, короче, перед тем, як входил в эту организацию белорусскую, был человеком, который отказывался за забеспечение харчевания на всей Минской губернии. Это была вельми отказная посада, вельми ведомый человек был. Ось, и его активность шмат что изменила на ситуации белорусов по Минску. Господар Зиновий шмат казав про 17-й год, як там все відбувається. Але те ще до події хотів би пригадати, ініціатором якої був Роман Скірман. І та організація, яку він керував, це Білоруський з'їзд партії організацій, який відбувся у Мінську 25 сакавіка 1917 року. На цьому з'їзді повстав Білоруський національний комітет. Його склали переважно соціалісти, але на чолі став Роман Скірман. Соціалісти голосували за його, тому що ведали про його політичний опит, він був депутатом Державної Думи, Державної Ради Російської імперії. Мел совесть, имел контакт, и хотели это все выписать. И я не буду так шмат рассказывать про все это. Завтра просто отзначу, что были вот головный некий момент для меня важно означать в деятельности Романа Скірмана для белорусским руху, то один из первых – это имкнение до единства. И он абсолютно не подделял социалистичной идеологии. И в марксистском варианте, не там в народническом варианте. Есть там несколько таких выразов вельми жестких, что про социалисты, которые ему приписывают. Ну, а вот тут ситуация, когда решался лёс Беларуси, он пошел на этот контакт. И этот контакт, и, в принципе, союз с социалистами, белорусский рух всюду, 20 год, это всюду проблема единства. Тут 2-3 месяца это единство, в принципе, было. Но однако, после того, как неудача споткала белорусскую делегацию в Петрограде, ехали размовлять про автономию Беларуси. И вот видите, можно сегодня так кривиться, что такое автономия, незалежность, так, а лишь это был 17 год, весна 17 года, красовик. Фактично белорусы впервые заявили у голос, что они повинны иметь свою землю, керовать свою землю, да, в межах там демократичной федеративной России, на якой различивали, головне, что заговорили про себе, и в Петрограде доводили, что мы потребуем, как у нас все это было. Ось, после этого это все из-за распались, социалисты убачили, что Скірман не використать, что он не оправдал их, и его попросту выкинули с белорусского руху. И, не то, что я хочу сказать, что он и кепский, такая была эпоха, видите, 17-й год вельми хутко радикализовались настрои. И социалистичная идея розных версий просто оволодовала там розумом миллионов людей. Тут и Скірман на чолі белорусского руху, это для многих было так, что это за рух таким. Ну а те, кто был супротив белорусов, казали, это польский помещик, некая польская интрига, это некий
белорусский национальный комитет, а польская интрига. Тут была некая такая объективность, как его отхилить. Не выкидывать, конечно, а вот так в резерве там не тримать. І скинути ти що, для його, може, була така моцна політична наука, політичний урок, наскільки можна так довіряти союзникам, тим соціалістам. І він дійшов, але до білоруського руку не дійшов. Я шукав, до речі, собі його взяв у Всебелорусском конгресі, но так і не знайшов. З того, що він писав, розумів, що він був у курсі. Тобто, ніхто з тих, хто присутніший на з'їзді працював, подробязно повідомляв йому, що там відбувається на углу. І на тим з'їзді, справді, там не було говорки про незалежность. А там вельми часто фигурировал термин «Белорусская республика». То есть от автономии поступово походит на больше высокий уровень разумения, чем мы повинны быть, Белорусская республика. Да, ну и сейчас Скирмонта пришел позднее. Вот проект, то, что нам уже казалось, стало звеном, обещания, уставные грамоты, обещания БНР. Тут хочу такие моменты отзначить, и еще в лютом 18 года Роман Скирмин створяє Мінське білоруське представництво. Це була така організація білоруської партії з таких консервативних елементів. Тут генерал Кондратович там був, там шмат інших людей, хто був відкинутий в свій час соціалістами. Антоній Радзивіл долучався, Едвард Вагілович підтримував. Такі відомі люди, княгиня Марія Магдаліна Радзивіл, та саме була в цій фактично групі. Тобто це була така білоруська партія, ну, як Годлевський писав, хотів Скирмин створити партію білоруських обшарників. І що цікаво, розумієте, соціалістам доволі трудно, тяжко приходила к этой ідеї незалежності. Тому що коли аналізувати білоруський рух Віленський, діяльність Віленського центру 17-18 год, да, Соколіка, це завсюди була білоруська державність і федерація. Домінувала ідея федералізму. Федерація з ким? Федерація з литовцями. Литовський рух моцний. І спробували ось зробити так, як це. Ну, Луцкевич в одном из своих артикулов сам признавался, к нам тяжко самим, нас малая жменька. Вот до литовцев причепиться. И может тут выйти и белорусская. И белорусско-литовская республика, и белорусская незалежность этого выйдет. До опошнего момента. Скирмут, да, немцы уже вошли в Минск, и видим, что не признали спочатку народного секретаря, не хотели про это размовлять. И неким переломом, видите, для социалистов, для Луцкевича в Вильне сидели, было то, что на сторонках газеты 10-я армия, Die Zeitung Центр Армения. Это такая головная оккупационная газета, где разная была информация про все жилье там. И там появляется артикул, написанный Алексюком, Скирмонтом и Зянкевичем, про то, что когда отражается там Литва, Польша, Украина, то и белорусы повинны отражаться. И белорусы не допустят, когда там украинцы, литовцы, поляки забирали их территорию. Без нас, писали они, не может быть вырашена ситуация, геополитичная ситуация на той части Европы. Ну, написали. И ранее там народный секретарь звертался до немцев. Але тут самое было цікаве, что немцы отказали на эту заяву. Наступный номер этой газеты – отказ. Отказ вельми таки спрашивальный для белорусов. А вот там были инициалы ОБ, неведомо кто это писал про то, что вельми добро, что белорусы заговорили про себя. Без белорусов мы ничего не можем вырашить. И, разумеется, это был хіба сигнал для социалистов. Вот со Скирмонтом яны готовы размовлять, немцы готовы размовлять. А с немцами это был тот вельми важный чинник, потому что именно это же немцы признали Литву, и это дало шанс литовской той незалежности. У меня первый раз литовцы там 3 раза спродавались, только с 3-го раза их признали. Але это был шанс, и белорусы пробовали его выкрасть. И после этого Луцкевич натиснул на Езефа Ворону, який був такий вельми молодий, вельми революційний, вельми соціалістичний. Думаю, що для його некий момент ідея соціальна була більш важна, ніж, я думаю, національна. Але натиснув на його, і Мінське білоруське представництво в красовику виходить в Раду БНР, а у маї Скирмонт отримував повномочство від Ради БНР формування білоруського урада, коаліційного урада, новий урад Білорусі. Езеф Воронко своїм урадом мало що мог зробити, просто не було грошей, не было махшимости, немцы не ожидали с ними размовлять, и тут новый урад. Это был шанс для Беларуси. Но шанс не выкористанный. Не выкористанный по целому шерогу. Причем уголовное просто означает то, что, разумеете, в той ситуации, как Беларуси выйти со своей незалежностью, домогшись признания, потребно был некий мощный геополитичный партнер. Такого партнера не было. Шукали белорусы в разных боках. С литовцами велись, пробовали вести перемову с немцами, это головный чинник. Навіть там з Раковським у Києві розмовляли, тут дипломат, большевистский дипломат, може все-таки Советская Россия не в чем погодиться. Потім ще до поляков, може, позднее до поляков зверталися. Ось
гэта одно, другое, што все ж таки гэта адзінства беларускіх сіл было вельмі нетрывалае. Вельмі нетрывалае. І ўрэшце рэшт атрымалася так, што сацыялісты адмовіліся ўходзіць кааліцыйны ўрад. Роман Скірман, які быў вымушаны выехаць там на размову з гетманам Скарапаскім у Кіїв, даволі доўга адсутнічаў у Менску, калі вярнуўся ў ліпені, сфарміраваў урад уже не сацыялістычны, такі, правы, кансерватыўны, цэнтрысцкі ўрад Беларускай Народнай Рэспублікі, прыняў новую праграму, вельмі цікавая праграма, дзе ўжо фактычна законным стаў бел-чырвоны беласцяк і пагоды, все гэта было. І уже міністэрства ўжо працавалі не проста там народныя сакратары, а міністры, але с отмашки немцев это отдалось. Социалисты адмовились аддаваць ураду Скірмана. И вот липень, там на протягу 2 тыдняў такое двоеуладдзе ў Мінску. Есть урад Романа Скірмана, які прыступіў да паўнамоцтва, і вольны беларус паведамляе, дзе яны заседаюць, адрес. И есть урад Язэпа Воронкі, уже незаконный, але урад, які не аддае свае паўнамоцтва, не аддае там печатку, нічога не аддае. И Воронка еще развивает такую пропагандистскую, такую демагогию, такого социалистичного плана, что тут буржуазия хочет там нечто отобрать у нас и так далее. Воронка сам бы этого не зрабіў, але сегодня вядомыя гэтыя документы. Немцы дали зразумець, можно атаковать Скірмана. Немцы не хотели иметь моцны беларускі урад. Ну и двоеуладдзе скончылася просто, это была катастрофа для беларускага руху, ён и так не быў таким вельмі аўтарытэтным у Менску, ну а тут аўтарытэт яшчэ больш занепал. И врэшце проблема вырашыла з тым, што Луцкевіч, Антон Луцкевіч з Мінска з Вільні падаў свой голас, і абодва гэтыя ўрады пайшлі ў адстаўку, сфарміравалі урад Янкі Серады, зноў цалкам сацыялістычны. Я калі я глядзеў, што яны рабілі, это значыць з канца ліпеня, бальшавікі занялі ў снежні. Да, у кастрычніку быў уже урад Антона Луцкевіча, но нічога не рабілі. Практычна нічога не рабілі, і Янка Сераду потом нават выключылі з рады ВНР. Такую Янку Сераду, это был какой-то такой вот просто, как бы сами копали яму под собой. Той ситуация. Скірман зноў же застаўся беларускім рухам як галоўны дыпламат. І галоўны кірунак дыпламата гэта Нямеччына. Вось у кастрычніку великая беларуская делегация. Немцы дозволили такую делегацию нарешті. Все делегации могли поехать в Берлин только с дозволу немцев. Дозволили. Делегация, якой была там, 25-30 человек, представники розных там слоёў насельніцтва, там не была чисто социалистычна, там Антоний Радзівіл быў між іншым. Вось поехали в Берлин, але ж 1 листопада Германия капитулировала, там конец войны. В Германии начинается революция. Приехали в Берлин, а тогда размовлять уже не с чиновниками такого Рейхстагу, а размовлять с Берлинским советом, Берлинской рады працоўных камісалдацкіх депутатов. Ну, в Беларуси тут никто за их не бачыў. И такие вельмі важные кроки еще зрабіла. Больше из делегации вернулась, когда уже многие не вернулись в Минск, там уже было разумело, что большевики приходят в Польшу, там в Литве застались. А Роман Скірман и Антоний Радзівіл поехали в Берн. И они еще имели полномочия и решили послам краин Антанты, урушали документы, декларации от Рады БНР на том того, как вот о признании Беларуси размовляли. Ну, только что, видите, вот не особливо хотела Антанта размовлять с теми, кто разделили ставку на немцев. Это у поляков была иншая ситуация. Поляки в этой войне робили ставку на все воюющие боки. И кто не перемог, там все равно их свої шанси, які не використали. Беларуси такого можливості не було. І мені ще цікаво те, що у тим Берні, а проша гэтага, ще Роман Скірман і Антоний Радзівіл зустрілися з Константином Скірманом. Константин Скірман, який у 21 році буде міністром заміжних справ. Польща в ті часи був представником, чальцом Польського національного комітету у Парижі, представляв Польщу в Ватикані, в Римі представляв Польщу. І вони зустрілися, вони були стрієчні брати. І отут вперше пішла галорка про те, що може Польща повинна підтримати Білорусь. Вот ранее Скірман приближался от Польши, была оговорка, но Польшу в те часы едете, она уже мое войско, несколько войск она. То есть это уже становится такая сила, за которой можно размовлять. Ну, Константин Скірман написал подтримку, ну, полномочий таких велизарных его не было. И Скірман дійшов від білоруського руху. Вот так само цікаво, як я розважав, чому він дійшов. Дійшов, до речі, неділю у весну, летом 19-го года.
Яго яшчэ чакалі ў Парыжы на той Версальскай канферэнцыі. Ялуцкевіч пісаў лісты, што нам вельмі не хапае Скірмута, бо ён павінен быў весці размову з Ігнацыем Падаревскім, прэм'ер-міністрам Польшчы. Ён не паехаў. І думаю, адна з прычын таго, што ён бачыў, што беларусы таксама шукаюць для сябе магчымасці на ўсходзе. Луцкевіч не закрываў абсалютна дзверы для размоў з бальшавікамі. Ёсць запіс яго дзённіка студзень 18-19 года, калі ён у Гарове тады быў урад БНР, и обвяшчение БССР многие сустрели позитивно. Многие разумели, что это такая симулятор нейкий, да, ничего из этого не будет. А Луцкевич пише, а может с этого, конечно, и выйти. Вот Скірмунта вельмі гэта адштурхоўвала, потому что он разумел, что большевик это катастрофа, не только для Беларуси, катастрофа для всей европейской цивилизации. Бо гэта, конечно, супер. Может это, может іншае. Я так подсумовывать хочу значить, что просто белорусы мели шансы в той часы. Мели шансы, и вот не было геополитичного партнера моцнага не. Ну так, это был такі мінус. Але вот эта спроба знайсці адзінства, дасягнуць адзінства, трымацца разам, давала пэўны шанс беларусам. Толькі што, на жаль, это адзінства такая была непрацяглая гісторыя гэтага беларускага адзінства. І гаворачы пра 17-18 год, увесь час бачыць, што беларусы змагаюцца для ідэі. Сацыяльная і нацыянальная ідэя змагаюцца паміж сабой. И разные варианты, там то одна, то другая переважали, то, что социальная идея часто просто выбивала подмурок под национальной идеей, то это особливо для 17 года, такая речь, на крылная, ну, треба это признать, это показать. Ну, а Роман Скірмунт, его жыццё закончилось трагично. Он был забитый в своим маёнтку в Парижі, Пінскі район, это 7 кастрычніка 39 года. Забіты праз мясцовых сялян, ведаеце, это вот те падзеі 39 года, калі былі такія хвалі такіх забойстваў. Вот я абсолютно упэўнены, што гэта не то, што стыхійна там беларусы пачалі помсціць сваім там этим самым прыгнятальнікам. Дарэчы, у Скірмунта былі цудоўныя адносіны з вёскай. Вось тут просто это была палітыка НКВД, якія прыйшлі на беларускія землі і зразумелі простую рэч. А навошта гэта мы самі будзем забіваць? Мы знойдзем тых, хто гэта зробіць. И вот это, видите, как сам белорусы сами стреляли в свое будущее. И когда я проводил там экспедиции, довольно часто працавал там с людьми, то люди, которые я разговаривал с теми, кто еще памятает Скірмунта, ведали его, то совершенно плакали, когда сказали про его смерть. Трагичную смерть, его там завели в лес, его швагра, и забивали. А ведали, чему? Потому что тот, кто забивал, такий Сильвестр Лукашек, он когда напивался, то он все рассказывал своей сестре. А сестра уже делилась с вёсками, там самая подробязность. И хотел кто стать спиной, а Скірмунт отмовился спиной, сказал, что я никуда от людей не доворачиваюсь, и тогда буду лучше глядеть. Некие такие позерки его был вельми такие пронизливые, такие тяжко было вытермать. То есть Лукашек все это вспоминал. Забили Скірмунт. Забили, правда, их стреляли в свою будущую. Ну, але вот на этом история Беларуси, конечно, не кончается. И 91 год, то, что мы сегодня живем, гісторыя працягваецца, гісторыя заўсёды скончыцца так, як павінна скончыцца перамогай Беларусі і незалежнасцю дэмакратычнай будзе наша краіна. Дзякуй.